В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. В Сундарском районе продолжают тушить лесной пожар недалеко от села Устье. Задействованы свыше 50 человек. Более 5000 тонн угля доставили в Амгу, а сколько всего тонн твердого топлива планируют доставить за период навигации. Еще немного и каникулы. Как учатся дети отдаленного поселка Илыма Халданского района в условиях пандемии коронавируса. Подозреваемого в убийстве 2 человек задержали в Нерюнгри. Напомню, 21 мая в боксе гаражного кооператива при тушении пожара были обнаружены тела 2 мужчин. По словам задержанного, на преступление его толкнула личная неприязнь к потерпевшим. Они распивали спиртные напитки, и в ходе ссоры мужчины избили его, после чего уснули. Решив отомстить, а также припомнив старые обиды, подозреваемый деревянной палкой избил мужчин, поджег гараж и подпер ворота металлическим ломом. Судебно-медицинское исследование тел погибших показало, что причиной их смерти стало отравление угарным газом. Свыше 50 человек задействованы в тушении лесного пожара в 10 километрах от села Устье Сунтарского района республики. По информации авиалесоохраны, пожар действует на территории 8 гектаров. Ведомстве надеются, что сегодня удастся его локализовать. Как уточнили в пресс-службе Минэкологии региона, площадь, пройденная огнем, составила 31 гектар. Причина возгорания выясняется. Вчера мы сделали заявку в авиалесоохрану, и благодаря быстрому реагированию руководства сразу сделали облет и сделали карту, где, в каком направлении, сколько охватов. И сразу сделав карту, мы приняли решение, как надо действовать. И на данный момент все полностью уже округ сделали по кромке. И сейчас, по данным лесничества, где-то 30 гектаров охвачено огнем. Переходим к новостям о коронавирусе в республике. В Якутске по-прежнему самое большое число заболевших COVID-19 в регионе, но многие жители столицы республики продолжают игнорировать опасность и контактируют с окружающими. Сейчас с нами на связи находится наш корреспондент Сергей Михедов. Съемочная группа выехала в одно из излюбленных мест горожанами. Сергей, приветствую. Много ли людей на улицах столицы? Настя, добрый день. Прямо сейчас мы находимся на столичной площади Победы. И приехали сюда мы примерно минут 30 назад и сразу же увидели, примерно 30, может быть, 40 гуляющих людей. Очень-очень много людей гуляет с детьми. Многие из них, конечно, в масках, но есть и те, кто пренебрегает защитой. Конечно, в первую очередь сказывается теплая погода. Сегодня в Якутске 25 градусов со знаком плюс. Находиться в изоляции постоянно люди устают и выходят на прогулки. Между тем, только за минувшие сутки в столице выявили более 50 новых случаев заражения COVID-19. А на прошлой неделе были дни, когда подтверждалось сразу около 100 заболевших. То есть сейчас ежедневно в Якутске число заболевших варьируется от 50 до 100. Это говорит о том, что о победе над вирусом пока не может быть и речи. Также резко возросло количество заболевших детей. Сейчас эта цифра приближается к 200. В связи с резким ростом числа заболевших в столице усилили ограничительные меры. Теперь в магазины и общественный транспорт не пускают без масок. Кроме того, по информации, озвученной в ходе брифинга главой Якутии Эсеном Николаевым, около 30% тех, кому предписано находиться дома на самоизоляции, попросту этот режим не соблюдают. Здесь имеется в виду, например, контактные лица. Поэтому сейчас существует реальная опасность заразиться коронавирусом практически в любом общественном пространстве. Мы призываем жителей столицы оставаться дома, как можно меньше контактировать с окружающим, а если есть необходимость куда-то
выйти, то обязательно с соблюдением всех мер безопасности. Тем более в городе сейчас усилен контроль над соблюдением масочного режима. В городе дежурят полицейские. Поэтому, если вы собираетесь выйти на вечернюю прогулку, несколько раз подумайте, если вам дорого ваше здоровье, здоровье ваших близких. Поэтому лучше оставайтесь дома. Настя, у меня все. Передаю тебе слово. Да, Сергей, спасибо. Действительно, только соблюдая меры, которые были прописаны, мы сможем победить COVID-19. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Сергей Михедов. Теперь о том, какая ситуация складывается на реках Якутии. Вскрытие реки Лены произошло у села Кюсюр Булунского района. И это на неделю раньше нормы. Уровни воды при вскрытии в пределах средних значений. На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается ниже гидропоста Тюмяти в пределах Булунского района. Ниже по течению реки у гидропоста Таймылыр суточный рост уровня воды составил почти 2,5 метра. В ближайшие сутки здесь ожидается подвижка льда. На реке Яна нижняя кромка ледохода наблюдается в Устьянском районе, ниже временного поста Усть-Янск. На реке Колыма нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Нижнеколымского района. Более 5000 тонн угля доставили в Амгу водным транспортом. В перевозках твердого топлива до угольного склада Амгинского ЖКХ задействованы посменно 5 единиц автотранспорта. Всего за период навигации будет доставлено 380 тысяч тонн угля. Из-за понижения уровня воды на реке Амга возможны частичные разгрузки угля в селе Самарсун. В данный момент с Жибариков Хая отгружено 12 302 тонны. И сейчас здесь выгружено уже более 4000. На линии работают 10 единиц флота, 5 самоходных, 5 несамоходных. Сейчас на заднем фоне у нас выгружается, это уже второй рейс. Если вода будет у нас падать, уровни воды в Амге, если тенденция как сейчас сократится, то вынуждены будем перейти на неполную загрузку судов. 25 мая для всех российских школьников звенит последний звонок. О том, как будет проходить этот праздник в этом году для выпускников республики, расскажет моя коллега Полина Долинская. Полина, я тебя приветствую и ждем всех подробностей. Анастасия, приветствую тебя. Последний звонок – это большой общешкольный праздник, который адресован выпускникам, учителям и родителям. Тем самым он подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками, переменами, контрольными работами и домашними заданиями. Традиционно последний звонок проходит в конце мая, когда учеба закончилась, а выпускные экзамены еще не начались. Хотел бы поблагодарить школьников и студентов, педагогов, родителей за ваше терпение, за взаимную поддержку. Сказать самые добрые слова старшеклассникам, студентам, которые не только учились, но и принимали самое активное участие в добровольческих, волонтерских акциях. Дорогие ученики и родители, уважаемые учителя, работники образования, от всей души поздравляю вас с праздником последнего звонка. Этот год выдался непростым, но я безмерно горд и благодарен вам за стойкость и упорство, проявленное в этих непростых условиях. Уверен, что все усилия, которые вы приложили в трудном, но интересном деле получения новых знаний, уже очень скоро принесут вам заслуженные плоды. Особенно в этот день хочется поздравить выпускников, которые вступят в этап больших перемен и важного выбора в жизни. Согласно рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации, последние звонки и выпускные по всей России пройдут в онлайн-режиме. В этом 2020 учебном году в Якутии со школами попрощаются около 8 тысяч учащихся 11 классов и более 12 тысяч выпускников 9 классов. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в республике большая часть мероприятий последнего звонка пройдет в онлайн-режиме. Выпускников ожидают марафоны видеопоздравлений учеников, классных руководителей и директоров школ. Кроме того, активистами и лидерами школ российского движения школьников Якутии будет проведен республиканский онлайн-флешмоб с соответствующими хэштегами.
Выпускник 2020 года – это особый выпускник. Это человек, который выходит в новый глобальный мир с ценностью здоровья, с ценностью истории. И мы, родители, учителя, директора школ города Якутска, желаем вам, для того, чтобы у вас путеводной вашей звездой остались честность, верность и справедливость, а также компетентность. Компетентность во всем, в выборе жизненного пути. Не бойтесь ничего. Шагайте широкой дорогой знаний, новых открытий, и пусть с вами всегда будут те близкие люди, которые вас окружают. В добрый путь! В жизни каждого школьника последний звонок играет огромную роль. Именно он становится проводником во взрослую жизнь и запоминается на долгие годы. Выпускники этого года, несомненно, запомнят свой последний звонок в это непростое для всех нас время. Но самое главное – это помнить, что в жизни есть много поводов для радости, какой бы ни была ситуация в стране и в мире. Берегите себя и оставайтесь дома. На этом у меня все, Анастасия. Передаю тебе слово. Полина, большое спасибо. О том, как выпускники школ Якутии отметят последний звонок, нам рассказала Полина Долинская. Через несколько дней ученики школы поселка Илымах Алданского района отправятся на каникулы. В отдаленном уголке дети продолжают грызть гранит наук очно. Впрочем, меры безопасности, принятые в режиме повышенной готовности, все же повлияли на образовательный процесс. Подробности у Татьяны Вахниной. Уроки технологии школьники поселка Илымах очень любят. Во всевозможных конкурсах и олимпиадах юные мастера всегда занимают призовые места. Вот и сейчас ребята с энтузиазмом создают очередные шедевры. У их старших товарищей идет урок физкультуры. Май выдался щедрым на солнечные дни, и детвора с удовольствием делает гимнастику и резвится на свежем воздухе в течение академического часа. В этом году в школе 2 выпускника 11 класса. Один из них планирует поступать в высшее учебное заведение, и поэтому он будет сдавать единый государственный экзамен в новые сроки. Для него организованы консультации. Отдаленный поселок Илмах изолирован самой природой. До райцентра 100 километров, почти половина пути пролегает по грунтовой дороге. В весеннюю распутицу поселок зачастую оказывается отрезан от большой земли. Сегодня в Илмахе 3,5 сотни жителей. Школа номер 13 является малокомплектной. Гранит наук здесь грызут 26 учеников. В период повышенной готовности школа работает по очной форме с обеспечением строгих выполнением санитарных норм. Это масочный режим, дезинфекция помещений, социальное дистанционирование, уроки по 30 минут. В режиме повышенной готовности дети продолжают получать знания в традиционной, очной форме. В Илмахе переводить учебу в удаленный формат нерационально. Интернет имеется не у всех, да и в целом качество связи в поселке оставляет желать много лучшего. Школа не закрылась, впрочем, меры безопасности привычный образовательный процесс все же изменили. Родители и дети идут нам навстречу. А мы педагогическим составом полностью стараемся выдать весь учебный материал. Надеемся, что к концу учебного года программа будет пройдена полностью. Помимо мальчишек и девчонок, которые грызут гранит наук за партами, в школе числятся малыши, воспитанники дошкольной группы. В рамках оптимизации Илмахская школа стала юридическим лицом, и детский садик «Багульник», ранее бывший самостоятельным учреждением, теперь является дошкольной группой. Она располагается на 1-м этаже жилого дома, занимая одну из квартир. В этом году прошла реорганизация, и к нашей школе присоединились воспитанники детского сада в количестве 10 человек. Малыши придут в садик летом, в группе идет ремонт. Школьники же отправятся на каникулы в конце рабочей недели. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.